Фактически подходит к завершению самый пиковый сезон нагрузок на энергетическую отрасль. В целом, конечно же, можно и нужно отметить, что энергетики справились с поставленной задачей. Самое главное, мы фактически сделали так, чтобы граждане нашей страны не почувствовали никаких неудобств. В целом, если не считать аварийную историю, осенне-зимний период в целом прошел довольно-таки спокойно. И нам необходимо продумать дальше шаги, которые будут способствовать укреплению энергетической отрасли в целом. Сегодня очень активно мы реализуем программу установку приборов учета. Приняли ряд шагов, которые позволят нам уже на системном уровне попробовать выйти из того энергетического кризиса, который существовал у нас на протяжении последних лет. И что сегодня делается в рамках тех поручений, которые были ранее озвучены по итогам осенне-зимнего сезона. Павел Зурович, как вы отметили, в первую очередь, это, наверное, типичное больше достижение по итогам прошлого и этого года, в осенне-зимний максимум. Это стало то, что удалось пройти без веерных отключений, без ограничений и с существенным снижением вообще аварийности в наших сетях. Значит, благодаря тем мероприятиям, которые были проведены, я имею в виду там приобретение перетока, начиная с летнего времени, для сохранения уровня воды, для того, чтобы в Новый год, в этот 26-й текущий, мы зашли с более высоким уровнем воды на самой плотине. И, естественно, помощь Российской Федерации, это соцпакет, который был выделен нам на безвозмездной основе, который нам дал возможность пройти и проходить зиму в таком более или менее комфортном режиме, в отличие от предыдущих годов. Все прекрасно помнят те глубокие отключения, практически там по 8, по 9 часов в сутки, а иногда по 10 бывало. Это был кризис перехода 24 на 25 год. Но еще раз повторюсь, было проведено очень много мероприятий для того, чтобы все эти риски мы смогли убрать. Да, это очень дорого обошлось для самого Черноморэнерго, для республики, для нашей. Но, тем не менее, вы тогда давали поручение в первую очередь обеспечить бесперебойностью и по возможности качество. Значит, сегодня также вами поставлена задача составить план режима эксплуатации самого комплекса ГЭС для того, чтобы к новому 27 году мы пошли более высоким уровнем, чем было в этом году. Для этого намечен ряд мероприятий, в том числе приобретение перетока коммерческого, начиная практически с июля месяца. Да, это финансово очень дорого для нас, но тем не менее для обеспечения комфорта наших жителей нам надо идти на эти шаги. В рамках программы установки приборов учета работы ведутся активно. Значит, на сегодняшний день уже около 1000 приборов учета установлены в новом районе. Установка идет не просто приборов учета, но и замена всей инфраструктуры внутри домового хозяйства. Это существенно снизит и аварийность и увеличит качество подачи электроэнергии нашим абонентам. С платежной дисциплиной, конечно, она далека от того, которая должна быть, но тем не менее стала значительно лучше. Этому способствовало, конечно, и введение в работу новой биллинговой программы, и само приложение к биллинговой программы, это которое работает у нас пока в тестовом режиме, но тем не менее порядка 5000 абонентов уже зарегистрировалось в этой программе. Первые платежи за 2 неполные недели было поступление порядка 1,5 миллиона рублей оплата за электроэнергию от абонентов.
Вот. И в тестовом режиме, почему оно у нас сегодня находится, все пожелания, которые будут у наших абонентов в процессе его апробирования, мы будем вносить, корректировать, делать так, чтобы это было максимально удобно для наших абонентов. Однозначно и очевидно, что на этих результатах останавливаться нельзя. Здесь самая главная задача, значит, это уже предстоящий осенне-зимний период, можно сказать, и весенний, потому что мы и в начале весны сталкиваемся с дефицитом электроэнергии. Значит, необходимо дальше проработать вопрос устойчивого сохранения водных ресурсов на Оренбургской ГЭС. При этом надо будет, как вы отметили, осуществлять закуп перетока электроэнергии уже с более раннего периода. Эффективность такого рода подходов мы наблюдали этой зимой. С учетом той программы, которую мы сейчас реализуем по установке приборов учета, уверен в том, что у нас и потребление электроэнергии снизится. Необходимо будет проработать комплексный подход, в том числе и платежные дисциплины за потребленную электроэнергию. Мы направляем серьезные средства на реализацию этой программы. Это из наших собственных доходов, в том числе и ГУП Черноморэнерго, из бюджета Абхазии по программе МКД. Это порядка миллиарда рублей. И это все, конечно же, в итоге должно дать свой положительный эффект. Что касается приложения, считаю, что это очень правильное было решение. Надо создать комфортные условия для абонентов, чтобы они, не дожидаясь месяцами контролера, имели возможность платить за потребленную электроэнергию. Я бы хотел обратить ваше особое внимание, что платежная дисциплина также должна быть и у юридических лиц, у коммерческих организаций. Скажу откровенно и честно, я сам встречаюсь с должниками, с компаниями, которые задолжали, в том числе и Черноморэнерго, определенные средства за потребленную электроэнергию. Нам эту работу надо вести. Никаких статусов, никаких привилегий. За потребленную электроэнергию надо платить всем. Здесь это ответственность каждого человека персонально, каждой организации. И бесплатной электроэнергии ни у кого уж точно быть не может. Тимур Иванович, нам необходимо выдержать и выстроить работу именно так, как мы начали реализовывать системные подходы, прорывные решения. Считаю, такими прорывными решениями это установку приборов учета. Это однозначно. Мы должны понимать, какой объем электроэнергии потребляется, какой объем потерь у нас в сетях. Я уверен, что эта работа позволит нам качественно улучшить вообще ситуацию в энергосистеме нашей страны. Параллельно необходимо продолжить работу с нашими коллегами. Благодаря их поддержке и именно социальному перетоку с Российской Федерацией нам удалось избежать серьезных системных проблем в отрасли. Наши граждане благодаря этой системной работе имели возможность получить электроэнергию бесперебойно в осенне-зимний период. Необходимо выдержать такие условия и предстоящие годы. Это, кстати, показатель работы, деятельности и руководства Черноморэнерго, и коллектива в целом. И первый год, когда и не из бюджета датируется приобретение перетока электроэнергии, а уже исходя из собственных сил. Эти силы необходимо наращивать. Благодарю вас и ваших коллег за проделанную работу.